Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. 29 лет прошло со дня начала мартовского наступления по освобождению Сухума, которое считается самым тяжелым за всю историю Отечественной войны народа Абхазии. Министерство туризма Абхазии принимает участие в 28-м международном туристическом МИД-2022, который открылся в Москве 14 марта. На Чемчирской набережной будет высажено 1000 новых пальм. 29 лет прошло со дня начала мартовского наступления по освобождению Сухума, которое, по признанию ветеранов, считается самым тяжелым за всю историю Отечественной войны народа Абхазии. Операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта 1993 года, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В день памяти погибших в мартовском наступлении в Сухуме состоялась традиционная церемония возложения цветов, в которой приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, ветераны войны, матери погибших защитников Отечества, депутаты Народного собрания, члены правительства, общественность. Какие бы попытки ни предпринимало Министерство обороны нашей страны, переговорами остановить военные действия не удавалось. Руководство Грузии отказывалось выводить свои войска с территории Абхазии. На этих кадрах видно, как вражеские формирования ведут обстрел по позициям абхазских бойцов. После неудачной попытки вновь захватить Гагарский район, грузины направили все свои силы на столицу. Собрали тяжелую технику, увеличили число личного состава и перебросили их на Гумистинский фронт. В 1993 году, в середине марта, абхазские вооруженные силы готовились к самой важной и сложной наступательной операции по освобождению Сухума, вошедшей впоследствии в историю как мартовское наступление. Мартовская операция по освобождению столицы – одно из самых трагических событий в летописи Отечественной войны народа Абхазии. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская армия не несла такие ощутимые потери. Удачно начавшееся наступление закончилось трагически. Наши бойцы вовремя не получили подкрепления и попали в окружение. Стояла задача освободить территорию в Нижней Ишере и при поддержке с воздуха и моря прорвать первый оборонительный рубеж противника, развивая дальнейшее наступление по освобождению столицы. 3 дня и 3 ночи без еды и питья в холоде сражались бойцы абхазской армии. Ежегодно по сложившейся традиции в эти холодные мартовские дни по всей стране проходят памятные мероприятия. Почтить память героев и возложить цветы в парк славы пришли матери погибших, ветераны, президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, общественность. Освободить Сухум любой ценой. С таким настроем шли в бой абхазские воины. Ветеран Зураб Хаджинба – один из тех, кто осознанно шел на смерть. За время войны было немало кровопролитных боев, но мартовское наступление оказалось самым тяжелым, вспоминает ветеран. Это у нас был 2-й Ишерский батальон. Мы в районе Висячего моста, где Большой Гумистинский мост, чуть ниже, мы там переходили. Мы потом дальше не смогли продвигаться. В районе, вот как мы называем, Зеркало, там мы закрепились, и мы 3 суток там сидели. 16, 17 и 18 числа мы только вышли. Вышли с большими потерями. И когда мы отходили, они там ждали, они сидели на позиции возле Гумисты. И нам пришлось с боем, мы сюда переходили с боем, и туда пришлось с боем выходить, и во время боя меня ранили. 3 дня они пробыли в ледяной речке, так как практически каждый из них был под вражеским прицелом. Местность, где проходили боевые действия, была достаточно открытой. Только из батальона Зураба за эти 3 суток погибли 50 человек. Игорь.
Боюсь, хорошо. Не бойся, малыш. Что у тебя за ранение? Нога. Сухум абхазских бойцов вела мечта, желание войти в свободную от врага столицу. Никто не думал о жизни или смерти. Просто нужно было защищать родину. Мы в реку начали форсировать, они уже начали нас обстреливать. Обстреливать вот это химзащита, что за дентала, начали тонуть. Мы сняли и пошли дальше. Мартовской операции я был с группой «Акула». Я не переходил речку, но вторым должны были пойти, значит, наша группа. Но так получилось, что второго наступления не было. Первые перешли, второго не было. В мартовском наступлении погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения. 23 пропали без вести. Март 93-го навсегда остался в истории абхазского народа черной датой. Но наши герои живы, пока мы помним о них и чтим то, за что они отдали свои жизни. Гугут Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Память погибших в мартовском наступлении защитников Отечества почтили во всех районах страны. В церемонии возложения венков и цветов в Гудауте приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, руководство районной администрации, общественность, школьники. В городе Ачамчира также состоялась церемония возложения цветов и памятный митинг. В мероприятии приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших, руководство районной администрации, общественность. Сурхтроп гублыла и шира, сурхтроп хучцас, сквозырха. Нас псев гараксоу пухашка. Счина сходит уйбаш чазбарт. Урчачу исплой тахахадж. Уртхачоп и гыла мишарт. Издырует ушуко уже дугула. Издырует ушхамцу ашачак. А я и рахиумом пангыла. Угукыл же и цазарь хчак. В Абхазском государственном университете почтили память погибших воинов в ходе мартовской операции. Ректор АГУ Олеку Гварами, профессорско-преподавательский состав и студенты возложили цветы к памятной плите погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии, установленной во дворе университета. Здесь же прошел митинг, посвященный памятной дате. 94 студента и преподавателя высшего учебного заведения погибли, защищая родину в 1992-1993 годах. Сегодня молодые люди, обучающиеся в АГУ, склоняют головы перед их подвигом. В Абхазгосфилармонии состоялся ежегодный концерт «Реквием» памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии, приуроченный к мартовскому наступлению. В программе были представлены лучшие тематические произведения мировой классики в исполнении солистов Абхазской и Челябинской государственных филармоний, а также артистов Абхазского молодежного театра. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры. Другим темам. В Москве открылась 28-я международная туристическая выставка МИД-2022. Мероприятие уже по сложившейся традиции принимает участие Министерство туризма Абхазии. Все подробности в следующем репортаже.
Абхазия уже не в первый раз принимает участие в престижном мероприятии. Делегацию нашей страны возглавляет министр туризма Теймураз Хишпа. По оценке специалистов, выставка дает прекрасную возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Из-за событий вокруг Украины в московской выставке принимают участие туристические офисы 18 стран. Это Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Турция, Алжир, Египет, Беларусь, Малайзия, Доминиканская республика, Индонезия, Филиппины, Уганда, Израиль, Таиланд, Кипр, Болгария и Танзания. Минтуризма Абхазии представила экспозицию на площади 60 квадратных метров. Абхазский павильон пользуется большой популярностью у посетителей. Нельзя не отметить те политические и геополитические процессы, которые происходят в мире, безусловно, сказываются на популярности Абхазии, на том, что оно занимает важное и яркое место в мире туризма. Мы надеемся, что эта выставка пройдет успешно. Выставка будет продолжаться до 17 числа. Наш стенд будет работать каждый день с утра до вечера. Специалисты Министерства туризма работают, рассказывают о нашей стране, о нашей республике. Я думаю, люди будут довольны, и мы почувствуем результат такого рода мероприятий в самое ближайшее время. Для гостей выставки представлены абхазские туристические продукты, этнокультурные маршруты, народные художественные промыслы. Свои предложения презентуют абхазские туроператоры и представители гостиниц и отелей. Специалисты Минтуризма рассказывают посетителям о нашей стране и культуре. Стенд будет работать с утра до вечера. В туристической выставке совместно с Министерством туризма участвует делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мирцхулава. Мероприятие проходит в Крокус-Экспо с 14 по 17 марта. Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ано на должность главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы, сообщает пресс-служба Минздрава. Ирина Ано исполняла обязанности главврача медучреждения с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Куртава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В городе Чамчира продолжаются работы по благоустройству набережной. Несколько дней назад из Турции были доставлены 30 пальм. Растения куплены и привезены за счет средств временно отстраненного от должности главы района Беслана Бегвава. В целом на их приобретение затрачено около 1 миллиона рублей. В городе уже приступили к посадке пальм вдоль набережной. Данные пальмы были приобретены непосредственно на средства Беслана Владимировича Бегвава, наш глава, который временно отстранен на данном этапе. И все те деньги, которые непосредственно собирались, они собирались непосредственно с нашими друзьями Беслана Владимировича, который находится в Москве, и также здесь, на территории Абхазии. Те люди, которые болеют за наш город, я вот хотел, пользуясь случаем, поблагодарить их за такой вклад. И в будущем также сейчас ребята активное участие принимают, и если все, как мы хотим, так сложится, в будущем мы обязательно до 1000 пальм в городе высадим. Как видите, сейчас погода плохая, но нам это не мешает. Я думаю, в течение 2 дней мы высадим все пальмы. И мало того, что мы пальмы высаживаем, еще в планах у нас здесь новые бордюры и тротуарную плитку по набережной, чтобы люди могли, и гости нашего города, которые будут приезжать в курортный сезон, могли спокойно пройти здесь и посмотреть на красоту нашей набережной. 17 марта с 0 до 20 часов часть Сухума останется без подачи воды, сообщает служба столичного водоканала. Подача питьевой воды будет прекращена по улице Эшба в районе Колоса, по улице Адыгейская в Нагорной и центральной частях города в районе Виема. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 17 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня преимущественно без осадков. Днем временами слабый снег, местами переходящий в обильный ливневый снег, туман. В горах и предгорьях обильный снег. Температура воздуха ночью -2 +2, днем 0 +5. Температура морской воды +8. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и
До встречи в эфире.